Приветствую вас, друзья! В очередном выпуске передачи «Лав» о главном на информационном портале «Лав МД» обсуждаем инициативу депутатов Народного собрания Александра Тарнавского и Михаила Железогла. Они зарегистрировали документ по отставке всего состава исполнительного комитета и вотума недоверия. Новый регламент предусматривает упрощенную процедуру отставки исполнительного комитета. Этот исполнительный комитет дисфункциональный был с самого начала. После того, как его признали вот здесь на площадке перед исполнительным комитетом, мы подготовим перечень нарушений действующего законодательства, допущенных со стороны исполнительного комитета, в том числе связанных с публичными финансами. И я попрошу вас поддержать, они должны уйти в отставку, иначе Гагаузия будет еще хуже, и с каждым днем все хуже будет развиваться. Депутат Народного собрания Гагаузии Владимир Кыса также заявил о поддержке данной инициативы по отставке всего состава исполнительного комитета. Он подчеркнул, что ряд членов исполкома не соответствует своим должностям, но при этом отметил, что некоторые из них со своими обязанностями справляются. Хочу сказать, что вот эти моменты, которые вот мы выше говорили, да, и вот эти все нарушения закона, которые сегодня исходят от исполнительного комитета, позволяют нам, депутатам, проголосовать и отправить весь состав исполкома в отставку, кроме Башкана. Здесь речь о Башкане идет. Здесь речь идет конкретно о исполнительном комитете. Я, в принципе, вижу, что эта инициатива зарегистрирована, я тоже подпишу эту инициативу. Я сегодня понимаю, что сегодня есть члены исполкома, которые не соответствуют своей должности. Но есть некоторые, которые действительно выполняют свою работу хорошо, делают ее правильно. Поэтому для того, чтобы не искать сегодня виноватых, я считаю, что надо весь исполком отправить в отставку, чтобы глава Гагаузии предложила другой состав исполкома. Кто пройдет из тех, кто сегодня действующий, который справляется с работой, она может их повторно предложить. Закон это не запрещает. И депутатский корпус может проголосовать, опять же, за исполком целым, и он может работать. Это не проблема. Глава Гагаузии сегодня имеет такие полномочия назначить, опять же, предложить исполком, потому что только она может предложить состав исполкома. Вице-спикер Народного собрания Георгий Ильичу жестко высказался в адрес исполкома. По его словам, исполнительная власть фактически блокирует работу законодательного органа. Я хочу тоже ответственно заявить, что такая позиция исполкома, она идет в ущерб Гагаузии. И мы не позволим, чтобы Гагаузия страдала из-за подобного рода отношений. Потому что здесь речь идет не только о политических, как говорится, перетягивании канатов между исполнительной и законодательной властью. Здесь речь идет о подрыве устоев автономии. И здесь я согласен то, что сказал господин Тарнавский, что выводы должны мы сделать вместе с вами. В противном случае... О неизбежности отставки всего состава исполнительного комитета также заявил и депутат Народного собрания Иван Димитрогла. А первым, по его мнению, должен уйти советник Башкана Юрий Кузнецов, который оскорбил весь гагаузский народ. Тем самым вотум недоверия – вопрос времени. Что касается вопроса отставки исполнительного комитета, первого, кого мы должны выкинуть с этого третьего этажа, это Кузнецова, который ровно 2 года назад оскорбил гагаузов, сделал ешаками. Мы промолчали, мы все спустили. Первого, кого нужно выкинуть с этого здания, это именно этого человека. Он же не член исполкома. Какая разница, член он не член? Как мы его? Какая разница? Мы как его выгоним? Он оскорбил нашу нацию. Он оскорбил наш народ. Мы как выгоним? Что? Какой фейк? Это был фейк, это был искусственный послушайте интеллект. Меня. Понятно, ничего не говорил. Послушайте это был меня. искусственный интеллект, Илья поэтому вы Семенович, все знаете. вы в этих стенах заявляли о том, что исполнительный комитет предоставит доказательства, что это фейк. Вы этого не сделали, соответственно, этот человек оскорбил всю нашу нацию. Естественно, единственное, что мы можем сделать по отношению к этому человеку, дать пинок под задницу и выкинуть его отсюда. Потому что он не имеет никакого морального права находиться в здании этом. И прежде чем поднимать вопросы, кто предает, кто что делает, нужно сначала смотреть, кто здесь находится. Предатели, они сидят вон там, наверху. Депутат Николай Дудогла выступил с предложением полной перезагрузки власти, включая отставку и исполнительного комитета, и законодательного органа автономии.
То, говорить. что сейчас мы видим, это что-то непонятное. Во всем виноват Конечно, исполком. непонятно. А Народное собрание, которое поддерживало все решения, сейчас они и обвиняют исполком. Совершенно Александр Ильич верно. очень правильно предложил, что следующий подготовит, я думаю, что они подготовят, что следующую сессию отправку исполком в отставку и Народное собрание тоже в отставку. Этот 100% исполком поддерживался кем? Этим же Народным собранием. Все решения. Да если сегодня они не поделили что-то или не хотят идти на выборы, а скорее всего это из-за этого кошка пробежала, все, исполком в отставку, Народное собрание в том числе, и назначаем выборы и идем вперед. Пускай придут новые люди и найдут общий язык. Депутат Владимир Кыса сомневается в реализации распуска Народного собрания Гагаузии, ведь для реализации данного проекта, данной инициативы необходимо 2/3 голосов депутатов. На сегодняшний день осталось немножко депутатскому корпусу, и я не думаю, что это реализуется, эта инициатива и вот это предложение. Конечно, каждый депутат, если пожелает, может уйти в отставку, это его право. Если у какого-то депутата появилось желание уйти в отставку, я думаю, он может уйти. Но для того, чтобы все Народное собрание распустилось, это должно быть больше, это 2/3, по-моему, должно быть подписать заявление для того, чтобы распустилось Народное собрание. Поэтому я считаю, что этого не будет. Будем говорить так. Но если была бы полная перезагрузка, если говорят о полной перезагрузке, тогда давайте, пускай все уходят в отставку. И Башкан, и исполком, и Народное собрание. Объявляются одни выборы, и сэкономим денежные средства на одних выборах. Это тоже нормальный процесс. Если такой будет, я тоже готов. Никаких проблем. Это ответственно заявляю, что я готов подписать и пойти на выборы все вместе. Председатель Общественной ассоциации «Народный контроль» Иван Терзи жестко критикует Народное собрание, заявляя, что попытка отправить исполком в отставку через вотум недоверия – это лишь отдельный сценарий и способ прикрыть неэффективность перед своими избирателями. Они могут говорить все, что угодно, но что они делают на самом деле? А на самом деле они топят Гагаузию. Просто топят и уничтожают. И то, что вот они сегодня вот так вот там начали типа высказываться негативно в адрес исполкома, я не удивлюсь, что это просто отдельный сценарий, в котором им нужно было показать о том, что они все-таки там чаяние людей защищают и прочее, прочее. Но на самом деле это далеко не так. Почему они об этих всех вопросах начали говорить именно сейчас? Почему они начали говорить о том, что вот оплата за зимнее отопление сейчас, хотя это не сейчас возникло. Почему? И что они сделали? Ничего. Почему они начали говорить по поводу детей? Почему они начали говорить о языке? Почему они начали говорить о истории и прочих вещах? Именно сейчас, под занавес. Под занавес. А что? Вот любого из них поднять и спросить, что ты конкретно сделал? Ты попытался что-то сделать, ты встретился со своими избирателями, ты с ними обговорил, ты с ними посоветовался. Хочу посмотреть в глаза тому депутату, который скажет о том, что он это сделал. И чтобы сказал, почему он делает то, ради чего его туда выбрали. Почему он нагло врет своим избирателям и продолжает это делать. И просто лишь пустословием занимается, ничего более. Друзья, наш очередной выпуск передачи «Лав о главном» подошел к концу. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех событий, которые происходят у нас в регионе, в стране и в мире. Благодарим вас за внимание. Оставайтесь с нами. Всего доброго.